Эфир абхазского телевидения продолжается, и вы смотрите информационный выпуск Амшикшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. В Башкортостане заложен камень в основании будущей колоннады, такой же, как на набережной Махаджиров в Сухуми. Вышел в свет новый абхазский статистический ежегодник, где представлены данные за последние 5 лет. В Абхазии началась массовая вакцинация от гриппа. «11 октября 1992 года Президиум Верховного Совета Абхазии принял постановление о создании Министерства обороны, Вооруженных сил и Генерального штаба. Президент Абхазии Аслан Бжаня поздравил военнослужащих с 31-й годовщиной создания вооруженных сил. Он напомнил, что Министерство обороны и Генеральный штаб Абхазии были созданы в самое тяжелое время для народа Абхазии в разгар Отечественной войны. Аслан Бжаня выразил особую благодарность командирам, стоявшим у истоков формирования Министерства обороны и Генерального штаба, а также тем, кто погиб при исполнении своего воинского долга, защищая Отечество. Их имена навсегда останутся в истории нашей страны, говорится в поздравлении. Аслан Бжаня прибыл с официальным визитом в Башкортостан. В аэропорту Уфы его встретил глава региона Ради Хабиров. Президент Абхазии принимает участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Республики Башкортостан. В торжествах также участвует председатель парламентского комитета по международным межпарламентским связям и связям с соотечественниками Алхас Барциц и глава администрации Сухума Беслан Эшба. Подробности в материале Гугуцы Вардания. Еще совсем недавно глава Башкортостана Ради Хабиров принимал участие в юбилейных мероприятиях, посвященных 30-й годовщине Победы и независимости Республики Абхазия. А уже сегодня президент Абхазии Аслан Бжаня находится с официальным визитом в Уфе по случаю празднования Дня Республики Башкортостан. Глава Республики Башкортостан Ради Фаридович Хабиров и президент Республики Абхазия Аслан Георгиевич Бжаня. Аслан Бжаня и Ради Хабиров возложили цветы к памятникам башкирскому поэту и общественному деятелю Шейхзаде Бабичу и национальному герою Салавату Юлаеву, а также к памятнику генералу Минигали Шаймуратову. Далее на Советской площади Уфы прошло торжественное посвящение школьников шаймуратовцы. Это значит хорошо учиться, быть патриотами и быть достойными памяти знаменитого комдива. Я хочу поздравить всех жителей республики с этим замечательным праздником. А церемония посвящения шаймуратовцам на меня произвела неизгладимое впечатление. Я вспомнил свое детство, когда я был пионером, комсомольцем. Я очень рад, что вы зародили такие традиции, потому что сегодня здесь выросло сейчас поколение людей, которые надежно будут защищать великую Россию и многонациональный народ Башкортостана. И это сделано вами. Во время визита в Абхазию Ради Хабиров сказал о том, что в знак дружбы Абхазии и Башкирии в Уфе появится копия Сухумской колоннады. И вот на башкирской набережной заложен первый камень. Специально для этого из Абхазии была привезена капсула с частичкой абхазской земли. Сердцем набережной реки Белой, сердцем колоннады, символизирующей нерушимую дружбу наших народов. Уважаемые гости, приглашаю вас заложить капсулу в башкирскую землю. С новым прекрасным архитектурным объектом. После
Аслан Бжания и Ради Хабиров в интервью журналистам подчеркнут, что между двумя республиками сделан еще один шаг, чтобы стать ближе. Вот как вы сегодня оцениваете уровень взаимодействия между Абхазией и Башкортостаном? Пользуясь случаем, хочу поздравить с праздником всех жителей вашей прекрасной республики. Конечно, экономическое взаимодействие имеет огромное значение. Ваша республика в этом смысле очень развитая. Мы здесь имеем несколько точек соприкосновения. Есть чем обменяться. Вот сегодня Ради Фаритович рассказывал о том, что по программе, которая реализуется, первые 50 человек поехали отдыхать к нам в Абхазию. И, конечно же, другие направления тоже будут развиваться, потому как это очень интересно, потому что это выгодно и народу Абхазии, и жителям вашей замечательной республики. Мы сегодня заложили камень в фундамент колоннады, которая есть в Сухуми. Это вообще, я считаю, архитектурный шедевр на самом деле. И когда мы думали его устроить у себя, я обратился к Аслану Георгиевичу с просьбой помочь нам передать проектно-сметную документацию, потому что, подчеркиваю, это сложный архитектурный объект. Но самое главное его значение. Это объект дружбы Абхазии и Башкортостана и объект уважения и благодарности нашим предкам, те, кто работал до нас, те, кто помогал друг другу, потому что с давних лет эта дружба идет. Островок Абхазия, мне кажется, будет приятно. Но важно другое, конечно, это символ, важно реальное сотрудничество. Мы всегда, Аслан Георгиевич, спасибо большое, мы действительно быстро, ваши коллеги, отработали. Туда первая группа ветеранов, наших пенсионеров по программе «Башкирское долголетие-Абхазия». Вы знаете, у нас есть «Башкирское долголетие-Беларусь». Поехали, это как бы первые ласточки, посмотрят, приедут, скажут нам. Мы сейчас видим, как интенсивно развивается Абхазия. Она пережила очень непростые годы, но сейчас развивается активная инфраструктура, что важно, и начинает действительно развиваться очень сильно и санаторно-курортная сфера и так далее. Нам это очень интересно. По линии нашего правительства перевели переговоры по обмену продуктами питания, потому что сельхозпродукция Абхазии является и востребованной, и качественной, и понятной, и любимой нашими жителями. Поэтому эти процессы идут. Ну, они так и, собственно, будут идти. Александр Григорьевич, наверное, когда аэропорт в Сухуми откроется, пассажиропоток, турпоток станет еще больше? Мы на это рассчитываем. Конечно же, открытие аэропорта придаст дополнительный импульс в плане развития индустрии отдыха. И, конечно же, мы станем еще ближе. Я уверен в том, что воздушное сообщение будет налажено в том числе и с вашей замечательной республикой. Башкортостан на самом деле занимает достойнейшее место среди субъектов Российской Федерации. Республика в экономическом плане состоялась. Она имеет огромный потенциал. Этот потенциал с каждым годом раскрывается. Уровень жизни, он виден. Вот ваш город. Сейчас, может, это не модно так говорить, но если так вот, такой современный, динамичный, как это раньше принято было говорить, европейский город. Сейчас это, может, не самое модное. И это все благодаря тому, что правильно расставлены акценты. Это когда руководители могут выделить главное. Люди работают над этим. Поэтому тут виден большой подъем, но и дальше надо идти в таком же духе. Мы, например, на меня ваша республика производит очень приятное впечатление во всех отношениях. Все сферы – спорт, наука, культура, отрасли экономики. Все хорошо, как я это вижу. Дай Бог, чтобы было еще лучше. Спасибо. В мероприятиях по случаю Дня Республики также принимают участие депутат парламента Алхаз Барцыц и глава администрации города Сухум Беслан Эшба. Премьер-министр Александр Ангваб обсудил с вице-премьерами Владимиром Делба и Кристиной Озган кредитные обязательства Черноморэнерго перед банками Абхазии, сформировавшиеся с 2016 года, а также реализацию дорожной карты по оптимизации энергообеспечения, в частности, повышение уровня оплаты за потребленную электроэнергию. Как сообщила министр экономики Кристина Озган, в настоящее время Черноморэнерго проводит инвентаризацию потребителей электроэнергии. Эту работу планируют завершить до 15 декабря. Вице-премьер, министр финансов Владимир Делба доложил о ходе подготовки к принятию абхазо-российского межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы.
Владимир Дылба рассказал также о работе над национальной налоговой системой. Александр Ангваб поручил подготовить акт, предусматривающий комплекс мероприятий, обеспечивающих оплату за потребленную электроэнергию и погашению задолженности. Чрезвычайный полномочный посол Республики Абхазия в Российской Федерации Алхаз Квициня принимает участие в работе 6-го международного форума «Российская энергетическая неделя», который проходит в Москве. Тема форума – «Новая реальность мировой энергетики, создавая будущее». В рамках деловой программы представлены достижения, которые определяют завтрашний день как российской, так и глобальной энергетики. Уголовное дело по факту мошенничества с использованием служебного положения в особо крупном размере возбуждено в отношении начальника госинспекции по карантину растений Аркадия Джинджа и главного бухгалтера инспекции Кана Кварча. Им вменяется злоупотребление должностными полномочиями, хищение имущества госинспекции путем присвоения и растраты, также мошенничество в особом крупном размере совместно с индивидуальным предпринимателем Георгием Абхазава. Сотрудники МЧС ведут поиски пропавшего в горах Нури Сеченава. Спасатели вместе с министром Львом Квициня совершили облет территории поиска, однако пока безрезультатно, сообщает пресс-служба МЧС. Несмотря на сложные погодные условия в горах, поиски жителя села Отхара Гудаутского района продолжаются. Руководство администрации Ткорчалского района и шахтоуправления Ткорчалское извещают о смерти кавалера ордена шахтерской славы, награжденного медалью «Ветеран труда», участника национально-освободительного движения Абхазии, ветерана Отечественной войны народа Абхазии Мигона Чкадуа. Указом президента Аслана Бжаня Мигона Чкадуа был награжден орденом Махцепша 3-й степени. Добрая память навсегда останется в сердцах всех, кто его знал, а его имя в истории города Ткорчал. Это эпоха в нашей абхазской действительности. Он всегда был вот среди всех людей, которые очень по-абхазски сгублозапсназухан, кто за Абхазию очень сильно переживал, болел, он был самый первый среди них, один из первых. И он был единственный человек, который в мире, первый в мире человек, который практически устроил подземную забастовку в шахте. Такое еще мир не знал. Потом уже начали, конечно, опыт, так сказать, перенимать. А так он был, ну, светлый очень. А он харизматичный. Вот с ним общаешься, и вот тебя к нему тянет. Но это действительно так. Кажется, вот ушел из жизни человек, которому, ну, уже возраст. Но как он прожил эти годы, мало кто знает. И могу со всей ответственностью сказать, он не напрасно появился на земле. Я его ртуть называл. Он постоянно в движении в том плане, что идеи. И более того, не просто выплескивал идеи, а он им притворял в жизнь. Вышел в свет новый абхазский статистический ежегодник, где представлены данные за последние 5 лет. Уровень ВВП по секторам экономики за последние 2 года представлены высокие показатели. А в разделах образования и науки можно узнать о количестве образовательных учреждений и учащихся. Какая информация вошла в новое издание и чем оно отличается от предыдущих, расскажет Асида Малия. Динамика социальной и экономической жизни республики, уровень безработицы, число образовательных учреждений и количество учащихся, динамика роста их численности. Эту и другую информацию можно найти в свежем издании Абхазского статистического ежегодника. Сбором данных для выпуска подобного официального источника занимаются в Госстатистике республики. В отличие от предыдущих изданий, здесь расширены разделы образования, сельского хозяйства и науки. То, что касается
касается науки, тоже у нас была всего одна таблица. А теперь у нас уже в этой системе, в разделе науки, 4 таблицы. Мы добавили таблицу по организации, выполняющей исследования и разработки, по направлениям, тематике, численность персонала, занятого исследованиями и разработками, их у нас тоже не было, и численность исследователей в области науки. Вопросы, касаемые образования, мы уже расширили эту таблицу, и в системе образования у нас их уже несколько. Вместо одной таблицы теперь уже получилось 12 таблиц. Таким образом, в разделе «Социальная сфера» теперь можно найти данные, к примеру, о численности детей в дошкольных учебных учреждениях. Данные с 2018 по 2022 годы приведены по всем районам республики. Наибольшее количество детей зарегистрировано в столичных садах, их 2025. Наименьшее в Ачамчирском районе. Там зарегистрировано всего 113 деток. Но здесь стоит отметить, что речь идет лишь о государственных учреждениях, ведь негосударственный сектор не обязан предоставлять данные. Каммагоги отметила, что законодательную базу усовершенствовали, и в ближайшее время ожидается рассмотрение предложений в Кабинете министров. Понемножку расширяем эту сферу деятельности, то есть ведомственная статистика. Она у нас не системная, она у нас не всегда полная. Например, то же самое, то, что касается системы образования. Мы уже как-то получили определенные, так более масштабные показатели. Ну, например, то, что касается негосударственного сектора, у нас нет никаких показателей пока еще. Но мы поговорили с этим министерством, разослали там письма, соответствующие таблицы, и я думаю, работа у них идет в этом направлении. Уже, наверное, в сборник следующего года, я думаю, попадут эти частные садики, школы. По словам руководителя Госстата, это позволит улучшить работу в разы и беспрепятственно получать корректные данные. Поправки в закон – не единственная забота Госстата. Необходимо совершенствоваться и сделать так, чтобы инициированная еще в прошлом году работа по заполнению хозяйственных книг была завершена. Ведь необходимо владеть полной информацией о ресурсах и состоянии сельского хозяйства. Также в планах внедрить новый раздел, отражающий полноценные данные в сфере экологии. У нас сельское хозяйство было представлено сегментарно. То есть данные управления хозяйств в районах, данные обследования домохозяйств. И позапрошлом году мы попробовали данные по хозяйственных книг включить, но никакой интеграции у нас не получилось. Мы решили, что более реально будет использовать данные учетные администрации по хозяйственным из хозяйственных книг, поэтому у нас сейчас фактически основные показатели это из данных по хозяйственных книг, 110 администраций сельских в Абхазии и данные управления сельского хозяйства. Вопросы интегрирования и вот создания общих показателей – это пока вопросы ближайшего будущего. Наверное, нам нужно найти свою методику, разработать. У нас есть специфика. Согласно данным сводной таблицы уровня ВВП по секторам экономики, за последние 2 года представлены высокие показатели. Можно сказать, что эти данные неполные, ведь несовершенство закона о статистической деятельности связывает руки, и получить данные о финансовых оборотах в ЕП в Госстате не могут. Часто, конечно, возникают вопросы, почему такой резкий рост произошел, что случилось, не надуманы ли эти цифры. Эти цифры реальные, более того, это даже, наверное, и не полные цифры. Дело в том, что после 2018 года, вот с 2019 года в закон о статдеятельности внесены были изменения по поводу отчетности индивидуальных предпринимателей. По сей день у нас очень проблемно и тяжело проходит этот процесс. Мы не смогли получить системно отчеты от индивидуальных предпринимателей. Много у нас проблем возникло. Однако, как пояснила Каммагоги, при сборе информации они применили гибкий подход и нашли иные механизмы для получения данных. То, что касалось курорта и туризма и реализации автотранспорта, мы тоже получили значительные показатели через банковскую систему по выручке в этих отраслях. То есть это в основном индивидуальные предприниматели в этой сфере, которые находятся на общем режиме налогообложения и пользуются расчетным счетом. Есть ведь у нас еще те, которые как бы и не имеют желания особо работать
с расчетным счетом. Ну, вы поняли, да, какие объемы мы уже получили. У нас очень такой хороший скачок получился. В таблицах статистического ежегодника приведены данные за последние 5 лет, а в некоторых представлен более детальный период. Статистические показатели основаны на данных отчетов министерств, ведомств и выборочных исследований. Асида Малия, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. В сентябре при плане 247,3 миллиона рублей сумма начислений таможенных платежей составила 388 миллионов рублей. План за сентябрь выполнен на 157%. Об этом сообщается на сайте ГТК. По итогам за 9 месяцев текущего года таможенными органами начислено 2 миллиарда 698 миллионов рублей, что в сравнении с показателями за аналогичный период прошлого года больше на 555,6 миллионов рублей. Плановый показатель выполнен на 128%. Президент Торгово-промышленной палаты Тамила Мирцхулава в качестве почетного гостя участвует во втором международном форуме «Женщина третьего тысячелетия», который открылся 10 октября в Москве. Данный форум – уникальная площадка для объединения женщин-лидеров регионов Российской Федерации и зарубежных дружественных стран для обмена опытом и обсуждения роли женщин в современном мире. В Абхазии проходит массовая вакцинация от сезонного гриппа. Министерство здравоохранения приобрело 3000 доз вакцин «Гриппол Плюс» и «Гриппол Квадривалент» российского производства. Прививка формирует высокий специфический иммунитет против гриппа и предназначена как для детей, так и для взрослых. Как проходит процесс вакцинации в столичных поликлиниках, расскажет Алика Трапш. В эти дни в Сухумской городской поликлинике проходит массовая вакцинация взрослого населения от сезонного гриппа. Вакцины «Гриппол Плюс» и «Гриппол Квадривалент» российского производства от гриппа типов А и Б. Прививка дает возможность иммунитету столкнуться с возбудителем инфекции и понять, как защищаться. А значит, организм будет готов к встрече с вирусом. Заражение не произойдет, либо будет протекать в легкой форме. Квадривалентная вакцина «Гриппол» проводит в возрасте детей от 6 лет и взрослого населения до 60 лет. А тривалентная, она, как говорится, от 6 месяцев детишек прививает, и возрастного ценза нет. На сегодняшний день привито 38 человек. Люди спрашивают, хотят, постоянные каждый день звонки, люди идут. По данным ВОЗ, последствиям вирусов больше всего подвержены пожилые люди с хроническими заболеваниями, маленькие дети и беременные женщины. Даже у молодых здоровых людей грипп может повлечь серьезные осложнения. Бесплатную вакцинацию в поликлинике могут пройти все желающие, не имеющие противопоказаний. В столичной детской поликлинике также проводится массовая вакцинация. Сделать прививку от сезонного гриппа можно детям с 6 месяцев. Через неделю-две начинает вырабатываться стойкий иммунитет против инфекции. Некоторые родители опасаются делать прививку детям. Другие же, наоборот, понимая всю пользу и защиту, ведут детей на вакцинацию. Сейчас ее сделать, чем потом будет заболеть и более серьезные последствия будут. Кому позвонили участковые медсестры, врачи, приходят с охотой, прививаются. Ну, есть, конечно, ярые отказники, но в этом году уже получше. Малышам от полугода до 3 лет прививка ставится в ножку, детям старше 3 лет – в плечо. Как происходит вакцинация? Ребенок с мамой приходит к своему участковому врачу, там получает разрешение на вакцинацию, и уже с этим разрешением идет в вакцинальный кабинет и делают вакцину. Мы получили еще очень чувствительный современный тест на инфицированность микобактериями туберкулеза, который называется Диаскин-тест. Его могут взять, кстати, и школьные медсестры тоже. Точно так же, как и Гриппол. Гриппол плюс можно привить и школьников в школе тоже, по желанию. Хотите в школе, хотите у нас в поликлинике, ради Бога, лишь бы у вас было понимание важности вакцинации, и эта вакцина была сделана. Министерство здравоохранения Абхазии приобрело 3000 доз вакцин. Прививку от гриппа можно сделать бесплатно в районных больницах и поликлиниках. Алика Трапш, Раму Камки, Абхазское телевидение.
Решением экзаменационной комиссии судей Республики Абхазия о проведении квалификационного экзамена на должность судьи назначено на 15 декабря. Экзамен состоится в 11 часов в здании Верховного суда. Желающие сдать квалификационный экзамен на должность судьи могут подать соответствующие заявления в экзаменационную комиссию. По дополнительным вопросам можно обращаться по телефону 776 77 55. Общественная палата Абхазии объявляет о начале приема ходатайств от политических партий и общественных организаций на замещение вакантного места. Документы можно подать до 20 октября включительно. Дата проведения конкурсного отбора – 25 октября. Сразу после новостей смотрите специальный репортаж о проекте «Возвращение имени Крым». Автор проекта по поиску пропавших без вести узников фашизма и их родных Григорий Скворцов. Помощь в поисках пропавших без вести крымчан оказали курсанты Сухумского высшего военного училища. За 7 лет курсанты СВОКу подготовили и передали сведения о более чем 18 тысячах узников концлагерей. А сейчас прогноз погоды. По сообщению гидрометцентра, 12 октября на территории Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 6-11, днем плюс 15-20 градусов. Температура морской воды плюс 21. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. До встречи в эфире.